В Якутске стартовал архитектурный хакатон. Команда победителей в качестве приза получит путевку в Нидерланды, где они посетят Амстердамский университет архитектуры. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 января в IT-парке в городе Якутске. Тьютором конкурса выступает архитектор из Голландии Дарья Наугольнова, основатель бюро «Высота». Что это за мероприятие и что представят юные архитекторы, расскажет нам Ульяна Шагина. Она сейчас в прямом эфире с нашей студией. Ульяна, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Добрый день, Иван. Мы как раз-таки сейчас находимся в IT-парке, где начался сам конкурс «Хакатон». Начну, наверное, с объяснения самого конкурса «Хакатон». Он в последнее время стал популярен не только в России, но и во всем мире. Это форум программистов, то есть ребята создают ту или иную программу. Ну, а архитектурный «Хакатон» – это как раз-таки то место, где ребята при помощи компьютера создают веб-дизайн того или иного здания. Тема форума так и называется «Новая жизнь домов культуры». То есть ребята будут создавать дизайн Дома культуры имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Если рассказать про само здание, оно было построено в 80-м году. Это здание в 5000 квадратных метров. Строили его долгих 10 лет в лучших традициях советского долгостроя. Ну и, наверное, в столице нет человека, который не знает вообще или не видел этого здания. Ну и участники как раз-таки будут создавать новый эскизный проект этого здания, чтобы он задышал уже новой жизнью, новым дыханием. Придумают более современный, более удобный его дизайн. Ну и каким он станет, мы, конечно же, сможем узнать только по результатам конкурса, который состоится в конце этой рабочей недели. Ну а рядом со мной сейчас находится главный архитектор республики Ирина Алексеева. Ирина Дмитриевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, каким же все-таки видят здание эксперты, какая задача поставлена перед самими конкурсантами? Здравствуйте. На самом деле очень интересные задачи именно архитектурного хакатона. Здесь ребята задают вопросы, это совершенно другой формат. Здесь задача стоит как раз переформатирование общепринятых содержания и функционирования объектов в области культуры. В качестве прикладного именно кейса мы выбрали недаром Дом дружбы народов, потому что здание само по себе представляет сегодня ценность как образец типовой советской архитектуры. И Дарья Наугольнова, тьютор нашего архитектурного хакатона, которая приехала из Нидерландов, из Амстердама, они сегодня представляют компанию «Высота» с Алексеем Боевым, с ее партнером, и занимаются исследованием домов культуры вообще по всей России. И нам очень приятно, что Якутия попала в рамки этого исследования, и кроме самого одного прикладного кейса, ребята будут исследовать вообще систему домов культуры по всей республике. И вот как сегодня сказала Дарья, на самом деле удивительно, что в республике, в которой всего 1 миллион населения, порядка 600 объектов культуры, и это на самом деле уникальная история для России в целом. И нам очень приятно, что мы попадаем в рамки этого исследования, и больше задача образовательная, то есть больше как раз задача стоит переформатирование системы, потому что задача привлечь людей в такие объекты. То есть мы привыкли, что дома культуры, они имеют такой, как-то немножко в запущенном состоянии. То есть каким образом их с точки зрения архитектуры, дизайна переформатировать, каким образом с точки зрения содержания. То есть понятно, что сегодня там идут очень такие серьезные процессы, культурная жизнь насыщенная. Но как туда привлечь молодежь и как сделать эти места более интересными для всех категорий населения. Вот такая задача основная нашего архитектурного хакатона. А когда вот этот проект лучший, который будет выбран в конце этой недели, сможет воплотиться в жизнь? Но задача хакатона сейчас разработать концепцию и вообще в целом проанализировать систему. Собственно говоря, конкретно по ДК Кулаковского, как мы привыкли его назвать, на самом деле, Дом дружбы народов, задача стоит разработать уже проектно-сметную документацию и выйти все-таки на понимание действительно капитального ремонта нового формата. И замечательно, что этим заинтересованы сейчас балансодержатели, это Министерство внешних связей. Последний капитальный ремонт проводился где-то в 2010-2011 году. То есть здание уже сегодня нуждается в ремонте. Но другое дело, каким образом сегодня проводить ремонты. Либо это стандартный уже принятый общий ремонт типа косметического, либо это переформатирование полностью и содержательной части, и функциональной части, и в том числе внешнего облика здания, архитектуры, дизайна. То есть сделать из него современный формат для того, чтобы он был привлекательным, как я уже сказала, для всех жителей города и республики. И в том числе, кстати говоря,
говоря, очень интересная задача Даша сейчас поставила. Это может быть один из пунктов развития туризма, потому что настолько ценная, вот эта внутренняя часть, содержательная, культурная, что туристы, которые приезжают сюда, в Якутию, они могли бы посещать дома культуры. Спасибо большое. Но я продолжу, расскажу, что новое здание должно быть не только красивым, но еще и удобным, в первую очередь, для жителей этого района. Ну и, конечно же, привлекательным для туристов, которые в будущем, в перспективе смогут посетить этот дом имени Кулаковского. Участвуют здесь специалисты в области архитектуры, дизайна, IT-сферы, ну и, конечно же, культуры. Ход работы будут курировать сами эксперты, которые также и помогут ребятам разработать этот проект. Борьба, думаю, развернется нешуточная, потому что, как уже отметил Иван, главным призом станет путевка в Нидерланды с посещением Амстердамского университета архитектуры. Ну а мы в течение недели, конечно же, будем следить за работой конкурсантов, ну и посмотрим, какой же все-таки проект смогут они разработать. У меня все, Иван. Ульяна, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи со студией с архитектурного хакатона была наш корреспондент Ульяна Шагина.